Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Лукашенко 6-й раз баллотируется на пост президента. Эта гонка для Лукашенко особенная. Ему противостоит оппозиция с сильной народной поддержкой. Документы о регистрации кандидатами в президенты Беларуси подали 7 претендентов. Главным конкурентом Лукашенко называли известного блогера Сергея Тихановского. Мы ничего не знаем про условия углубленной интеграции с Россией. Мы воспринимаем ее как аннексию и потерю суверенитета нашей страны. В 2019 году Тихановский участвовал в митинге против интеграции с Россией, за что получил административный арест. Из-за этого не смог подать документы в ЦИК. Вместо него на выборы пошла жена Светлана Тихановская, 37-летняя мать 2 детей, которая никогда не занималась политикой. Стала, как она сама говорит, символом перемен. Давай разрушим эту тюрьму. Здесь этих стен стоять не должно. Так пусть они рухнут. Сергей Тихановский уже 2 месяца в СИЗО. Его обвинили в нарушении общественного порядка и препятствовании работы ЦИК. Теперь его еще связывают с задержанными под Минском якобы боевиками из частной военной компании «Вагнера». Тихановский это отрицает. Светлана Тихановская – единственный кандидат в президенты от оппозиции, зарегистрированный в ЦИК. К ней приковано внимание СМИ. В многочисленных интервью Тихановская только 1 раз ответила касательно Крыма и попросила больше ее об этом не спрашивать. Чий Крым? Вот ваше меркование. Это очень больной вопрос. И этот вопрос разделяет людей, они сталкивают лбами, когда они начинают это обсуждать. Но можно я скажу так, как принято говорить, как принято и в нашей стране, как принято по международным законам, что юридически Крым украинский, фактически он российский. И не мучайте меня больше. Вопрос Крыма сложный и для другого белорусского оппозиционера Валерия Цепкала. Центр избирком Беларуси не зарегистрировал Цепкала кандидатом в президенты, мотивируя тем, что у политика нет необходимых для этого 100 тысяч достоверных подписей для выдвижения. Трудный вопрос, я не хотел бы на него отвечать по той простой причине, что от мнения Беларуси на самом деле ничего не зависит. Я считаю, что вопрос должен решаться в международном контексте. Из-за опасения ареста Валерий Цепкало в конце июля с детьми выехал из Беларуси, а его жена Вероника осталась и присоединилась к избирательному штабу Тихановской. Когда бизнесмен был в Киеве, редакция «Крым-Реалии» уточнила, почему вопрос принадлежности Крыма такой сложный для него. Для нас он чувствительный по той причине, что мы понимаем, что если бы от позиции Беларуси могла бы ситуация разрешиться хотя бы на 0,1%, то мы бы ее, безусловно, сформулировали, и мы бы, безусловно, заняли бы какую-то определенную четкую позицию. Но мы также понимаем о том, что давая однозначный, совершенно однозначный ответ на это, да, мы тем самым ставимся в ситуации дилеммы. С кем вы дружите? Вы дружите с Россией или дружите с Украиной? С точки зрения международного права я говорю, что Крым украинский. Виктор Бабарико – еще один претендент в кандидаты на пост президента Республики Беларусь. ЦИК не приняла его документы для регистрации. 18 июня Виктора Бабарико и его сына задержали. Также прошли обыски в офисе Белгазпромбанка, который он возглавлял. Задержали многих сотрудников. Мария Колесникова, которая координирует штаб Бабарико, присоединилась к штабу Тихановской и Цепкало. Женщин называют СМИ оппозиционным трио. До ареста Виктор Бабарико также трудно отвечал на вопрос, чей Крым. Скажем, вот Виктор Бабарико, один из кандидатов, которого не зарегистрировали, которого Лукашенко посадил в тюрьму, на вопрос, чей Крым, ответил очень оригинально, греческий. Еще один кандидат – действующий президент, который на этой должности с 1994 года. Клянусь служить народу Республики Беларусь, виконувати Конституцію і закони Республики Беларусь, добросумленно виконувати ускладені на мене високі обов'язки.
Последний раз о Крыме Лукашенко отвечал, когда пригласил к себе украинских журналистов осенью прошлого года. Крым вернет Россия? Мне кажется, нет. Крым, я верю, что вот как говорит президент, это вопрос закрыт, это сегодня и навсегда, это уже говорит аккуратный, спокойный Лавров, все руководство, и это консенсус в российском обществе. Нет такого вопроса, где бы россияне так не поддерживали власть, как по Крыму. Нет оснований к этому. И нет сегодня силы, которая против желания России может эта сила сделать. Нет такой силы. Понимаете? Нет. Это территория уже России, как они это считают, и не только они. Белорусские политики и действующий президент очень осторожно формулируют свою позицию о Крыме, чтобы получить поддержку избирателей, разъясняет политолог из Беларуси Валерий Карбалевич. Потому что по вопросу о Крыме, о принадлежности Крыма и вообще по вопросу о конфликте России с Украиной белорусское общество сильно расколото. И причем раскол такой, скажем, где-то на 16-й год, где-то 60-65% поддерживала позицию России. Где-то 20-25% поддерживала Украину, остальные не определившиеся. И поэтому кандидаты в президенты очень осторожничают по этому вопросу. И поэтому кандидаты, наверное, разумно считают, что лучше по возможности обходить этот вопрос, чтобы мобилизовать максимальное количество избирателей. ЕС требует немедленно освободить задержанных и обеспечить политическую конкуренцию на выборах. Соединенные Штаты обеспокоены задержаниями и запугиванием журналистов в Беларуси. Америка призвала Беларусь провести выборы как свободные и честные и выразила разочарование тем, что на них не будет наблюдателей ОБСЕ. Мы спросили крымчан, а как они оценивают события в Беларуси. Я оцениваю предвыборную гонку в Беларуси как возможность Лукашенко выйти, снова стать президентом Республики Беларусь и продолжить свою деятельность. Конечно, он, на мой взгляд, уже задержался на этом посту. Пора бы уже уступить место молодым, энергичным людям. По моему мнению, скажем, самый лучший вариант будет, это если останется Лукашенко. Да, я слышала, что там сейчас какие-то перипетии. Честно говоря, нет, не интересовалась. Примерно так я знакома с ситуацией в Беларуси, о том, что у них президент не меняется на протяжении уже очень долгого периода. Что могу сказать от себя, что, конечно, должна власть меняться, все должно быть на определенный срок, избираться и президент тоже. Но как решат уже сами белорусы. Смена в данной политической ситуации на нового, я считаю, не совсем благоприятно скажется на отношениях России и Беларуси. Везде есть митинги, есть волнения, понятно, да, какие-то обстановки там происходят, кого-то задерживают, кого-то не задерживают, оппозиция, это борьба за власть, это понятно. Но в целом, по тому, как я слышу от своих друзей и знакомых, в принципе, им живется там неплохо. Судя по тому, что демонстрации в поддержку жены арестованного собираются тысячи людей, это говорит о том, что, судя по всему, народ, по крайней мере в столице, насколько я понимаю, в некоторых крупных городах тоже, крайне недоволен тем, как протекает выборная кампания. Вообще, как бы ни был хорош Лукашенко изнутри и снаружи, так долго, успешно, разумно осуществлять менеджмент, мне трудно это представить. Лидер российской политической партии ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал Александру Лукашенко снять свою кандидатуру с президентских выборов. Власть – это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул и все кланяются. Это самый страшный наркотик. Александр Григорьевич, оторвитесь вы и проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов. Он также добавил, что лучший вариант, цитирую, «возвращение Белоруссии к родным берегам по примеру Крыма».
Крым российским не признала ООН и большинство стран мира. И Александр Лукашенко на государственном уровне также. Объяснив, что Беларусь подписала Будапештский меморандум, который гарантирует обеспечение территориальной целостности Украины. Некоторые люди, Алексей, не знаю, относишься ты к ним или нет, в России от меня требовали, ногами стучали и каблуками. Если ты союзник, если ты пророссийский, если ты пронаш, ты должен то-то, то-то, то-то сделать. То есть Крым официально в моем присутствии был признан территорией Украины. Это никто и не оспаривал. Но Кучма тогда поставил жестко этот вопрос, это все было включено. И я подписал этот документ. Что вы от меня сегодня хотите? 26 лет Лукашенко президент. Это самый длинный срок пребывания на выборной должности всех европейских глав государств. Мы спросили крымчан, сколько, по их мнению, один человек может оставаться во власти. Мне кажется, один человек в власти – это не очень хорошо, потому что мы не можем узнать, что будет, если будет другой человек у власти, как это будет. Может, это будет лучше. А один человек у власти постоянно, мы не знаем, с чем сравнивать. Мы думаем, что это хорошо, и к этому привыкли. Я думаю, что один человек у руля государства – это лучше, потому что это стабильность, уже привыкли ко всему, люди уже знают, куда идут, чем что-то менять. Ну, одному человеку быть у власти, я считаю, можно быть, если страна процветает, и от выборов к выборам это подтверждается действиями и хорошим экономическим состоянием страны. Там по 20 лет, это, мне кажется, ненормально. 2 года подряд мы ездим в Белоруссию, у нас там родственники есть, поэтому я считаю, что довольно-таки неплохой у них правитель. Граждане Беларуси, они как-то не сказать, что ущемлены чем-то, не вполне достойно там живут. Александр Григорьевич, сколько уже, 20 лет, да, у власти. Ну, если людям, которые живут в Беларуси, это нравится, то это их выбор, пускай он правит, я не вижу здесь ничего плохого. Пару сроков, причем сроки не по 15 лет, скажем, а по 4-5 лет. При том, чтобы процедура избирательная проводилась по уже действующим избирательным законам. Белорусская оппозиция провела рекордный митинг против Лукашенко в Минске. По разным данным, на него пришли от 35 тысяч человек до 60. Протесты состоялись и в других белорусских городах. Анжелика Руденко, Никита Исайко для Крым Реалии.